Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Число жертв в Донецке растет. Сегодня в результате обстрела остановки погибли мирные жители. Постпред США в ООН Саманта Пауэр назвала мирные предложения Владимира Путина планом оккупации Украины. Всемирный экономический форум в Давосе. Решаются ли экономические проблемы в отрыве от политических? Сергей, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Трагедия в Донецке. Снаряд попал в остановку общественного транспорта. Погибли, по данным ОБСЕ, по меньшей мере 7 человек. Еще десятки получили ранения. Власти непризнанной ДНР утверждают, взрыв совершила украинская диверсионная группа. По заявлениям боевиков, ее членов задержали. В Минобороны Украины заявляют, троллейбус обстреляли боевики из жилых кварталов. Обстрел велся со стороны, где не идут боевые столкновения. Сегодня же власти так называемой ДНР устроили в Донецке парад пленных. Группу захваченных украинских военных провели по улицам города. Под руководством главаря непризнанной ДНР Захарченко. Одного пленного привезли к взорванной остановке, где некоторые местные жители, как вы видели, начали его бить. Минобороны Украины подтвердила информацию о 16 своих пленных. Как объясняет ведомство, накануне военнослужащие выходили с боями с территории Донецкого аэропорта. Часть из них попала в плен. По данным пресс-центра АТО, за минувшие сутки в зоне боевых действий погибли 10 военных, 19 ранены. В течение дня приходила противоречивая информация, сдан ли аэропорт боевикам. Штаб АТО подтверждает, украинские военные покинули новый терминал, так как он разрушен полностью, там просто негде укрыться. Правда, окончательно из аэропорта киборги не ушли. Александр Касаткин. Лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил сегодня, что в настоящее время не готов обсуждать возобновление обмена пленными с Киевом. Представитель Совета национальной безопасности Украины Владимир Полевой заявил, что подобные действия нарушают подписанные Минские соглашения. В этих соглашениях указаны определенный алгоритм восстановления мира на Донбассе. Это прекращение огня, обмен всеми задержанными пленными, отвод тяжелой техники. Украинская власть крайне негативно оценивает наступление боевиков, которые они осуществляют в 2015 году, в частности их атаки на Донецкий аэропорт. Утром появились сообщения, что украинские силы оставили территорию аэропорта, однако эти сообщения опровергаются. Министерство обороны Украины подчеркнуло, что силы АТО удерживают пожарную часть, район диспетчерской башни и территорию взлетно-посадочной полосы. По состоянию 12:30 местного времени 22 января бои вокруг аэропорта продолжаются. Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, сегодня с утра пророссийские боевики более 30 раз открывали огонь, используя артиллерию и грады. На сегодняшний день, несмотря ни на что, несмотря ни на какие заявления, часть Донецкого аэропорта находится под контролем украинской армии. Накануне днем погибшему защитнику Донецкого аэропорта грузинскому гражданину Тамазу Софиашвили прошла панихида в центре Киева. Проститься с погибшим пришли посол Грузии в Украине Михаил Ухлеба, грузинский дипломат и член грузинской парламентской делегации. В ночь на 22 января тело погибшего доставили в Тбилиси. Сегодня в Кашведском храме перед зданием парламента Грузии прошла гражданская панихида по грузинскому воину. В четверг харьковские пророссийские активисты у здания администрации города попытались засунуть директора департамента криминального спокойненько, никто его не обидит, пальцем никто не тронет. Сообщил, что в Харькове президент ряд арестов. В частности, речь шла о организации «Исход», которая так себя, так сказать, публично позиционировала, призывая к свержению власти украинской, призывая к вводу русских войск и объявлению войны. Отдайте вам его! Отдайте! Вот предали уже раз на Майдане, помните? Предали! Любые поползновения и риторику в этом смысле. Мы не рассматриваем ситуацию как шутейную, мы рассматриваем эту ситуацию как ситуацию в прифронтовом городе в условиях агрессии Российской Федерации. По его словам, к усиленному патрулированию в городе будут привлечены военнослужащие, курсанты Харьковского университета внутренних дел, Академии национальной гвардии и работники служб по чрезвычайной ситуации. Александр Касаткин, «Настоящее время». В Берлине было Бородино. Дипломатическая битва, в которой никто не выиграл и не проиграл. Сделали шаг вперед лишь по одному пункту минских договоренностей. Именно так министр иностранных дел Украины Павел Климкин пишет в своем твиттере о встрече нормандской четверки представителей Украины, Франции, Германии и России по прекращению огня на Донбассе.
Единственный пункт – это вывод вооружений. Немецкий коллега Климкина Штайнмайер заявляет о договоренности как можно скорее провести встречу контактной группы. Сегодня, наконец, было достигнуто соглашение о том, что линия разграничения, обозначенная в Минских соглашениях, станет тем рубежом, с которого должен начаться отвод тяжелой боевой техники. Впрочем, ни о каких конкретных сроках новых встреч и условиях возможных договоренностей от нормандской четверки ничего не известно. Россия перебрасывает на Донбасс новые танки, артиллерию, бронемашины. Об этом заявляет генсек НАТО. Ранее президент Украины заявлял, что на территории его страны более 9 тысяч российских солдат, более 500 танков, тяжелых орудий и БТРов. Москва же продолжает заявлять, что российских войск на Донбассе нет, а находящиеся там россияне – это исключительно добровольцы. Сегодня Украина отмечает очень символичный праздник – День соборности. Акт воссоединения, провозглашенный 22 января 1919 года, определил географические и ментальные границы Украины. Президент Петр Порошенко обратился к нации. Никогда День соборности не был таким великим, выстраданным и заслуженным праздником, как сегодня. Наш враг грубо просчитался, хотел нас уничтожить, а сделал сильным, как никогда. А наши русскоязычные соотечественники продемонстрировали, что Украину на русском языке они любят не меньше, чем украиноязычные украинцы. Перед эфиром мы записали интервью с послом Украины в Праге Борисом Зайчуком, где, в частности, говорили о том, как посольство реагирует на прокремлевские заявления президента Чехии. Напомню, Милош Земан неоднократно заявлял о том, что боевые действия на Донбассе – гражданская война, российская армия к событиям в Украине не имеет никакого отношения, и он не видит никаких причин для санкций против Москвы. Первое было, чтобы это реакция нашего Министерства иностранных дел, куда был приглашен мой коллега в Киеве Иван Почух. Ему сделано было заявление о неприемлемости тех высказываний, которые делает политическое руководство. Вы в прошлом возглавляли Пенсионный фонд Украины. Когда наши корреспонденты возвращаются из зоны АТО, они привозят впечатление местных жителей. И часто люди говорят, что у них складывается такое впечатление, Киев их забыл. Потому что социальные выплаты заморожены. Если люди не успели эвакуироваться, скажем, не уехали в другие области Украины или не уехали в Россию, в лагеря для беженцев, они остались там под бомбежками. И люди все чаще говорят, Киев нас забыл. Вы как-то это можете комментировать? В Донецкой области такое 199 тысяч, по сути, почти 200 тысяч, от 1 400 000, которые проживают, вынуждены были остаться в зоне АТО. В Луганской области где-то около 300 тысяч, но там 700 Все это большие цифры. Большие цифры. А кто беспокоится об этих людях? Они говорят, что никто, потому что они говорят, что они чуть ли не голодают. Дело в том, что практически деньги, им пенсии начислены, но переслать их практически очень тяжело. Потому что были неоднократные эпизоды, когда велась доставка пенсии, ее просто забирали, обворовывали и вообще не доставали. Как быть? Я думаю, что в ближайшее время найдет пути фонд, потому что деньги их не начислены, они никуда не ушли, они их получат, деньги сохраняются. Это «Настоящее время», и далее у нас эфир из Вашингтона. Эхо взрыва в Украине доносится до Соединенных Штатов. Коллеги. Да, Сергей, Украина стала одной из основных тем встречи госсекретаря США Джона Керри и верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики Федерико Могерини. На совместной пресс-конференции в Госдепартаменте Керри назвал обстановку в Украине вызывающей тревогу. Он также отметил, что сепаратисты нарушили условия Минских соглашений вопиющим образом, пытаясь увеличить территорию, которую они держат под своим контролем, практически на 1300 квадратных километров. Сегодня мы рассмотрели тревожную ситуацию в Украине, где мы продолжаем оказывать давление на Россию, чтобы выполнялись подписанные ими Минские соглашения, о которых они вели переговоры, которых, как они заявляли, они будут придерживаться, и которые критически важны для нашей способности полностью восстановить суверенитет, спокойствие и стабильность, необходимые для трансформации. Мы также призываем все стороны прекратить боевые действия и выполнить Минское соглашение. Мы особенно озабочены признаками того, что поддержанные Россией сепаратисты предпринимают полномасштабные действия против города Дебальцево. Очевидно, в попытке взять под контроль этот очень важный железнодорожный узел.
И это вопиющее нарушение Минского соглашения о прекращении огня 19 сентября. Керри и Могерини согласились в вопросе о необходимости оказывать Украине помощь при восстановлении серьезно пострадавшей экономики. Кроме того, бывший госсекретарь и вероятный кандидат демократов на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон в среду заявила, что США должны предложить украинскому правительству больше финансовой и военной помощи для борьбы с сепаратистами. Совет безопасности ООН провел очередное экстренное заседание по Украине, связанное с обострением кризиса на востоке страны. С начала конфликта Совбез многократно обсуждал ситуацию, и на этих встречах Россия и Украина жарко спорили, чаще всего не соглашались. С нами на прямой связи из штаб-квартиры ООН наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Виктория, как прошло заседание на этот раз? Можно ли вообще надеяться, что оно приведет к деэскалации ситуации? Наташа, это было уже 28-е заседание по Украине Совета Безопасности за последние 11 месяцев. И, к сожалению, нужно признать, что это заседание ни к каким реальным результатам не привело. Такое создавалось впечатление, что участники этого заседания, разные стороны, существуют и разговаривают в каких-то параллельных мирах и пытаются из этих параллельных миров друг до друга докричаться, и это им совершенно не удается ни услышать, ни слушать друг друга, они не могут или не хотят. Западные страны, Соединенные Штаты, Великобритания, Литва, а также представитель ООН, зам генерального секретаря Организации Объединенных Наций, обвиняли Россию в том, что она разжигает конфликт на востоке Украины, призывали ее прекратить это делать, прекратить вооружать сепаратистов, говорили о том, что граница между Россией и восточной частью Украины очень пористая, что через нее Россия поставляет на восток вооружение. Саманта Пауэр, представитель Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, сказала, что она не верит президенту Путину, когда тот призывает к перемирию. Она даже употребила такую метафору. Она сказала, что в одной руке он держит оливковую ветвь, а в другой он держит артиллерийские установки «Град». И западные страны опять-таки призывали Россию соблюдать Минские соглашения, заключенные в сентябре прошлого года. Что касается российской стороны, ее представитель Виталий Чуркин напрямую не стал реагировать вот на эти все обвинения в том, что Россия разжигает и продолжает разжигать конфликт. Он сразу перешел в наступление, он обвинил украинцев в национализме, в том, что они бомбят мирное население, в преступлениях против мирного населения. Он обвинил украинцев в том, что националистические бригады сражаются на Востоке, в том, что такие герои-националисты, как Шухевич и Бандера, недостойны украинцев. И он также призвал Киев начать процесс межнационального примирения. То есть, если смотреть на то, что произошло в Совбезе с точки зрения дипломатии, можно сказать, что Запад еще раз призвал Россию прекратить вести вот эту гибридную войну на востоке Украины, которую она ведет. А Россия сказала, что нет, вот пусть Киев сделает какие-то определенные политические шаги, и тогда мы уже посмотрим. Так что конструктивным вот это вот заседание Совета Безопасности ни в коем случае назвать нельзя было, да, к сожалению. Это было в 28-й раз. Спасибо, Виктория. Виктория Купчинецкая была в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Глобальным вызовом в американской стратегии в области национальной безопасности были посвящены первые в этом году слушания в Сенатском комитете по делам вооруженных сил. Россию американские законодатели, представляющие обе ведущие партии, демократов и республиканцев, отнесли к числу вызовов США и мировому порядку. Александр Панов продолжит тему. В нынешнем составе Конгресса почти половина, 46 сенаторов из 100, работают в Верхней Палате свой первый срок. Опыт в вопросах внешней политики у некоторых законодателей минимален. На первое слушание Джон Маккейн позвал ветеранов, бывших советников по национальной безопасности Брента Скоукрофта, работавшего в этой должности в администрациях президентов Форда и Буша-старшего, и Збигнева Бжезинского, соответственно, советника президента Картера. В своей речи, полной попыток выдать желаемое за действительное, президент Обама объявил стране, что тень кризиса пройдена. Это заявление явилось сюрпризом для всех, кто уделяет внимание тому, что в реальности происходит в мире. Угроз Америке и мировому порядку теперь стало больше, убежден сенатор, которого в Москве, да и в Вашингтоне считают ястребом. В таких условиях секвестр оборонного бюджета США $1 триллион к 2021 году совершенно неприемлем, убежден председатель комитета.
традиционному списку вызовов, стоящих перед Америкой: ядерная программа Ирана, исламисты, война в Сирии, рост Китая, киберопасности. В этом году законодатели добавили Россию и ее лидера. На слушаниях много говорили о Владимире Путине, вплоть до анализа психологических особенностей российского президента. Актуальный сегодня вопрос. На фоне очевидных экономических проблем России, действия западных санкций, Путин уступит или, наоборот, станет еще более непредсказуемым? Люди у нас обращают на это мало внимания, но в России недавно публично напомнили Западу о том, что у страны есть ядерное оружие и соответствующие возможности. Кроме того, были проведены провокационные облеты скандинавских стран и даже Португалии. Я обеспокоен всерьез, что за этим может последовать какой-то опасный трюк, который вызовет очень опасное противостояние. В этой связи Путин немного напоминает мне Хрущева. Непредсказуемость российского президента опасна, полагают в Вашингтоне. Сколько людей в этой комнате и в этом комитете год назад могли подумать, что Путин высадит военных в Крыму, и что это фактически ему сойдет с рук? Он тоже усвоил этот урок. А что, если в какой-то день он захватит Ригу и Таллин? Ему потребуется на это действительно всего один день. Мы будем ужасаться и возмущаться, но не пошлем флот в Балтийское море и не высадим десант, как в Нормандии. Скажут, такой план приведет к ядерной войне. Необходимо оказать помощь оборонительным оружием Украине, усиливать военное присутствие НАТО в балтийских государствах, убежден патриарх американской политики, который, как сообщали газеты, был наставником Обамы в международных вопросах, когда нынешний президент только начинал борьбу за кресло в Белом доме. В то же время, подчеркивает Бжезинский, Москва должна получить гарантии того, что Украина не станет членом НАТО. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. По сообщению газеты Defense News, весной в Украину прибудет группа американских военнослужащих, которая на полигоне во Львовской области займется обучением подразделений Национальной гвардии. В Давосе продолжается ежегодный Всемирный экономический форум. Как обычно, ожидается, что в течение 4 дней наиболее влиятельные политики и бизнесмены смогут разобраться, как повысить материальное благополучие человечества. Репортаж Вадима Оленичева. В канун Всемирного экономического форума в Давосе его организаторы опубликовали итоги опроса более чем 1300 руководителей крупных компаний. Из них следует, что боссы большого бизнеса сейчас гораздо сильнее обеспокоены нынешним и будущим состоянием глобальной экономики, чем год назад. Причин тут несколько. Затяжное падение потребительского спроса в мире привело к экономической стагнации в Евросоюзе и ощутимому снижению мировых цен на товары и сырье. Мы наблюдаем сейчас сдвиг экономической активности по направлению с запада на восток, с растущим влиянием на мировой арене Китая и Азии в целом. Кроме того, нам приходится иметь дело с долговременными задачами, такими как изменение климата, нестабильность финансовых рынков и урбанизация, когда более 50% населения страны проживает в городах. Все это разные составляющие нового глобального контекста. Другой важный аспект – проблемы экономики в мире все больше переплетаются с политическими задачами. Демонстрации протестов в Гонконге, продолжение арабской весны на Ближнем Востоке и война в Украине разрушительно влияют на экономическое развитие целых регионов. Ярким примером тому стало на форуме выступление президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что на украинской территории в данный момент дислоцировано 500 танков и 9 тысяч солдат российской армии. Российскую агрессию, как выразился Порошенко, необходимо немедленно остановить. Я обещаю вам, что в Украине воцарится полная стабильность, как только Россия закроет границу и выведет все иностранные войска с территории страны. В подтверждении своих слов украинский лидер в первый же день конференции покинул Давос, как было сказано, из-за эскалации конфликта на востоке Украины. В то же время большинство участников форума считают, что пытаться решить одновременно и политические, и экономические проблемы – это все равно, что варить пельмени и картошку в одной кастрюле. Что-нибудь обязательно приготовится не так. Вот почему представители многочисленных общественных организаций пытаются направить ход слушаний в нужное им русло. Мы видим в Давосе тысячи лидеров из компаний частного сектора, из правительственных органов. И это замечательно, что они собрались вместе. Но им следует поставить в повестку дня самые насущные вопросы.
К ним мы относим борьбу с бедностью, неравенством и изменением климата. Это 3 определяющих аспекта нашей эпохи. 2015 – это год, когда мы можем сделать первый важный шаг вперед и совершить прорыв в каждой из этих сфер. Какие же прогнозы организаторы форума считают реалистичными? Как было опубликовано, 37% генеральных директоров и менеджеров компаний ожидают роста глобальной экономики в нынешнем году. Однако, чтобы положительные прогнозы оправдались, требуются усилия всех 100% участников Давоса. А на это, к сожалению, трудно рассчитывать. Вадим Оленичев, Дана Преображенская. Настоящее время. Вашингтон. Другие темы. Наши коллеги в Праге пытались понять природу странного явления в Казахстане. Власти не спешат информировать местное население о происходящем. Сергей? Неизвестный недуг заставляет жителей нескольких поселков страны спать сутками напролет. В местной школе ученики падают в обмороки. За 2 недели пострадали десятки местных жителей. До сих пор они и их семьи в полном неведении, что же происходит. Материал Саната Урналиева. В ноябре прошлого года о селе Березовка в Западно-Казахстанской области узнала вся страна. 28 ноября вот в этой школе во время занятий 25 учеников на глазах у учителей стали терять сознание. Врачи зафиксировали у всех одинаковые симптомы – судорогу, тошноту, головокружение и жжение в горле. Всего за 2 недели пострадало около 100 жителей Березовки. В центре Березовки стоят вот такие станции экологического мониторинга фиксации токсичных веществ. Поселок находится всего в 5 километрах от крупнейшего в мире газоконденсатного месторождения Карачаганак. Жители считают, что причина массового отравления – выбросы сероводорода. Станции мониторинга – собственность разработчиков месторождения. В день массового отравления превышение предельно допустимых норм приборы не зафиксировали. Это вот ее выпавшие волосы, пока она неделю лежала в больнице. До этого случая у дочери никогда такого не было. 40-летняя Карлгаш Сапиева рассказывает о своей дочери, 9-класснице Арайлым. Девочка была среди тех, кого болезнь сразила прямо во время урока. По словам матери, за эти 2 месяца хождения по больницам легче Арайлым не стало. Сейчас она на санаторном лечении, но даже там, по словам матери, девочка теряла сознание. Врачи скрывают истинный диагноз, считает Карлгаш. Вчера ходила к директору школы. Сказала: войдите в мое положение. Дочка болеет до сих пор. Денег на врачей и на лекарства нет. А вы заперли их в санатории и запретили жаловаться. Разве так можно? Я же должна знать, что моя дочка болеет. А вдруг что случится? Кто за это ответит? Единственный стабильный доход семьи Сапиевых – это пенсия по потере кормильца – 25 тысяч тенге. Это чуть больше $130 США. Карлгаш, чтобы прокормить 3 детей, держит небольшое хозяйство, продает молоко, вяжет на продажу шерстяные вещи. Говорит, что после отравления дочери неоднократно просила у местных властей материальной помощи, но никто так и не помог. Жить в Березовке Карлгаш опасается. Жители села Калачи решили не переселять, пока сам Акин с поселка не заснул. Так вот, я тоже хочу, чтобы то, что пережили наши дети, пережили бы Аким села и директор школы. Только тогда они поймут мой крик души и слезы детей. Пока начальники не ощутят на себе опасность пребывания в Березовке, они никогда не поднимут вопрос о переселении. Основная мера, которую предприняли власти, чтобы обезопасить жителей Березовки, это установка новой станции экомониторинга стоимостью $160 тысяч. Ее поставили на самом видном месте, на возвышенности. Потому что там самое высокое место в поселке. А нужно было где поставить ее? Ну, наверное, каждый грамотный человек знает, что газ стелится по низким местам. Как относитесь к идее переселения? Ну, я не знаю. У людей есть надежда? Вообще они верят в то, что это может случиться или нет? Да нет, это тянется уже лет 10, а то и больше. Еще и не такое было. А если нашей власти плевать на детей, то, извините меня, на что тут можно надеяться? На днях в местном клубе сельчане заслушали ежегодный отчет акима села и района перед населением. Аким поселка Жубаныш Хайрулин уверял с трибуны: социально-экономическая ситуация в 1500-тысячной Березовке стабильная. Главное предстоящее событие – в Березовке построят новое здание местной администрации. Итоги отчетного собрания подводит аким района. Иными словами, все действия акиматора направлены на дальнейшее повышение жизненного уровня населения и его благосостояния. Но что интересует сельчан, так это пойдут ли власти
готовности на передислокацию жителей Березовки. Буквально я позавчера слушал акима области Кулагина, который заявил на всю страну, вот там тоже беда. Где-то село Калачи, кажется, где народ просто засыпает на ходу. И он заявил о том, что действительно где-то 80 семей переселяют, но поэтапно. В январе столько-то людей, в феврале и дальше, и так далее. Но, товарищи, тот, кто не хочет переселяться, пожалуйста, оставайтесь. Оставайтесь. Но не губите остальных людей. Не пропагандируйте то, что здесь все хорошо. В ответ районный глава просит дождаться официальных итогов. Для мониторинга состояния атмосферы установлен дополнительный газоанализатор, поэтому все эти работы проводятся, как вы знаете. Мы ждем итоги этих проведенных исследований. Двухчасовая встреча с местными чиновниками завершилась ничем. Совсем скоро областному руководству предстоит вынести решение, останутся ли жители Березовки на обжитых местах или покинут родное село. И вновь время передавать слово в Вашингтон. В России продолжают обсуждать фильм «Левиафан», а в США картину «Американский снайпер». Коллеги. Да, Сергей, номинант на получение премии «Оскар» в 6 категориях. Фильм «Американский снайпер» стал лидером проката в США, собрав $90 миллионов за первую же неделю. В американских СМИ и в социальных сетях, между тем, развернулась дискуссия о войне в Ираке, о моральных качествах героя фильма и о профессии снайпера в целом. Кинорежиссер Майкл Мур вызвал на себя огонь, написав в Фейсбуке: «Мой дядя был убит снайпером. Мой отец всегда говорил: снайперы – трусы. Они не верят в честную борьбу. Это неправильно, трусливо стрелять в кого-то, кто не может отстреливаться». Подробнее о фильме в нашем репортаже. «Американский снайпер» – картина отнюдь не о доблести американских военных. Это реалистичная драма о том эмоциональном ущербе, который наносит война даже самым закаленным и опытным бойцам. Каждый раз, возвращаясь из Ирака, Крис все больше теряет желание делиться со своими близкими и друзьями тем, что он пережил. Этот замкнутый круг ведет его на войну снова и снова. Райан Галучи, заместитель директора фонда ветеранов США, отмечает, что подобная реакция – одна из самых распространенных эмоциональных травм, переживаемых солдатами. Вы только что вернулись из места, где пережили глубочайшие испытания. Гражданским это трудно понять, именно поэтому такие фильмы нужны. По словам Брэдли Купера, роль Криса Кайла показала ему то, как можно постепенно утратить связь с самим собой и как идет борьба за восстановление сломленной жизни. Его актерская работа в «Американском снайпере» отмечена номинацией на «Оскар». Это кино не агитация за войну и не антивоенный фильм. Это вообще не военный фильм. Это картина о том, как человек пытается сбалансировать семейную жизнь и службу. Причем такую службу, которая требует от него готовности отдать жизнь за свою страну. Крис Кайл был убит в феврале 2013 года ветераном, страдающим от посттравматического расстройства. Жена Кайла рассказала, что фильм о муже стал для нее опытом катарсиса. До того, как я пришла на премьеру, мне казалось, что я уже сумела как-то смириться с потерей. И лишь посмотрев фильм, я поняла, какую тяжесть я продолжала носить в сердце. Показав все именно так, как было, они помогли мне сбросить это бремя. Они действительно прочувствовали Криса со всем тем хорошим и плохим, что в нем было. «Американский снайпер» номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм» за раскрытие контраста между человечностью во время войны и человечностью в мирное время. Быть может, картина была бы более полной, если бы образ врага был раскрыт глубже. Однако фильм действительно помогает нам понять, что же все-таки происходит в душе многих из тех, кто вернулся с войны. На этом программа «Настоящее время» подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Смотрите нас на сайте currenttime.tv. Сергей, до встречи в эфире завтра. До встречи. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. А «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.